Так, уважаемые коллеги, здравствуйте. Я как раз тоже с самолета добрался с пробками, правда, с аэропорта. И сегодня я вам расскажу про миссионерские стратегии распространения католицизма во Вьетнаме в 17 веке. Как это было? Вы знаете, что 17 и 16 век католические миссионеры активно пытались продвинуть католицизм в Китае, в Японии, во Вьетнаме. Это был период великих географических открытий и колониальных захватов. И активность миссионеров была связана с тем, что войск на захват стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии не хватало. Соответственно, направляли миссионеров для того, чтобы после соответствующей обработки местное население захватывало свои страны для внешнего потребителя. Правда, практически нигде не удалось реализовать этот коварный сценарий, но планы были. Вы, наверное, знаете про Тортесильяский мирный договор, когда мир делили между Португалией и Испанией. Ну и делили они, конечно, Латинскую Америку, а вот по той системе координат не очень понятно было вот Юго-Восточная Азия вообще куда относится. Ну и конфликт в итоге решился даже на арбитраж Папы Римского, никто не смотрел реальным соотношением сил. Вот Тортесильяский мирный договор. И сегодня я хотел бы рассказать более подробно про выдающегося иезуита Александра Берода, который полным на то основанием является евангелизатором Вьетнама. За несколько лет, благодаря разработанной им технологии, направленной на Вьетнам, он смог обратить в католицизм, по разным данным, от 100 до 190 тысяч человек. И таким образом он продвинул католицизм очень серьезно во Вьетнаме. Проблематика рассматривается на фоне деятельности разного рода миссионерских орденов. Дело в том, что работали в Юго-Восточной Азии францисканцы, доминиканцы, иезуиты. И наиболее активно и результативно получилось так, что работали именно иезуиты. Связано это было с тем, что в отличие от всех остальных, они были лучше подготовлены. Они изучали местные языки, причем изучали на очень серьезном уровне. Ну, в Китае, вы, наверное, знаете, был такой выдающийся иезуит Маттео Ричи. У него память была такая, что он за один раз на спор запоминал 500 иероглифов. То есть это запомнить написание, произношение и значение. Вот уровень памяти. Но миссионерской стратегии, работающей на китайцев, он сделать не смог. А вот Александр Берод смог для Вьетнама, но используя в том числе неудачный миссионерский опыт Маттео Ричи, который разработал концепцию культурной адаптации, которая не работала. Здесь от людей требовалось, от иезуитов, совершенно особая, даже не то что подготовка, они исключали гастролирование от одной страны в другую. Если там считалось, что можно приехать в Японию, там, проповедовать, потом там, еще в Камбоджу поехать, там, в Вьетнам, в Китай, разумеется, это не работало. И, соответственно, здесь люди изучали языки, готовились к определенной стране и проживали буквально всю свою жизнь там. Практически посвящая всю свою жизнь миссионерскому делу, но с разной степенью эффективности. И то, что делали миссионеры, с современной точки зрения, оно может вполне определяться как технологии глубокого переформатирования геокультурных пространств. Делалось это для изменения религиозной идентичности местного населения, ну и для того, чтобы захватить страну в итоге. В XVI веке, когда католицизм стал только проникать в Юго-Восточную Азию, ну, мы не рассматриваем Филиппины, потому что они просто были захвачены. А вот на остальные страны уже войск не было. Соответственно, надо было использовать миссионеров.
Значит, проблема была в том, что миссионеры не знали местного языка, не знали обычаев. Те религиозные общины, которые с грехом пополам удавалось создать, после высылки миссионера или там, его переезда, они сразу же распадались. Новый миссионерский десант вынужден был начинать всю работу сначала. Особенности местной среды в странах континентальной Юго-Восточной Азии были связаны с тем, что там были древние цивилизации, развитые, с уже устоявшимися своими религиозными системами. И те религиозные системы, которые были, было сложно, без знания того, как они работают. Ну и, конечно же, они быстро поняли, что католицизм оказался несовместим с национальной культурной традицией, и основная проблема состояла в культе предков, потому что от новообращенного католика требовалось ритуальное уничтожение алтаря поклонения предкам. Сами понимаете, далеко не у каждого поднималась рука, и, соответственно, это стало таким камнем преткновения. Соответственно, вот между миссионерами и местными жителями непреодолимой стеной много веков был культ предков. И преодолеть его смог только Александр Дерот. Ну, предшественники, францисканцы и доминиканцы, работали по столетию. Они языков не знали, вели себя буйно, на вооружении имели тактику оскорбления идолов, как они называли, и дискредитацию традиционных верований. Они в основном показывали крест четкий. Если, значит, народ спокойно реагировал, они бежали в ближайший храм, ну, в основном это был буддийский, и отрубали голову статуи Будды. После этого их вышвыривали из деревни, на этом, значит, вся деятельность заканчивалась. Соответственно, толку от подобного рода деятельности не было никакого, следовали репрессии властей, называлось это кощунство, и, значит, миссионеров высылали. После этого следовал распад общин, которые с грехом пополам как-то удавалось сколотить на месте. Ну, значит, миссионеры следовал в другую страну, где происходило то же самое. И, соответственно, можно назвать вот эту деятельность мартышкиным трудом. То есть они приезжали, как-то пытались конвертировать, создавали общины, миссионера после этого высылали, общины распадались. Приехал, обратил, выслали, распалось. Вот такая вот была деятельность. Александра Дерота, конечно же, подобного рода деятельность совершенно не устраивала. Вот как он выглядел. Скончался в Персии в 1660 году, был выслан из Европы за интриганство, потому что даже в Европе интригант был экстра-класса, но, в общем, вот в 1650 году его земной путь был в Исфагане, в Персии, закончен. Но что он сделал? Во-первых, он прибыл во Вьетнам в декабре 1624 года. Он выучил язык. Вьетнамский язык достаточно сложный, в то время письменность была иероглифическая, и 6 тонов, в отличие от 4 в китайском языке. То есть достаточно сложный язык для проповедования. Он разработал латинизированную письменность для вьетнамского языка, и именно эта письменность сейчас используется в качестве национальной во Вьетнаме. Письменность, которую разработал иезуит. Разумеется, он ее для других целей разрабатывал. На этой письменности он написал книгу проповедей. Это первая книга, называлась она «Катехизис за 8 дней». То есть это было 8 проповедей, каждая примерно по 45 минут. И после на вьетнамском языке приходил миссионер, вот, в черной сутане, говорил на вьетнамском, 8 лекций по 45 минут, после которых люди становились воинствующими католиками, готовыми погибать за новую веру и убивать других. 8 лекций. И человек становился другим. Он создал институт катехистов, местных жителей, которые были обучены правилам чтения и которые могли читать верующим этот катехизис, если европейских миссионеров высылали. И, соответственно, общины уже не распадались. Они поддерживали веру,
путем систематической пропаганды на месте. И вот этот порочный круг, который мы назвали мартышкин труд, он переставал работать. И общины множились одна за другой и достигли, по заверениям самих миссионеров, порядка 190 тысяч человек. И эта численность держалась примерно 200 лет после его высылки из Вьетнама в 1645 году. То есть в 24-м в конце он прибыл, в 45-м был выслан, и еще 10 лет его не было во Вьетнаме, поскольку ему был запрещен въезд и в Северный Вьетнам, и в Южный. Там шла гражданская война между Северным и Южным княжеством. Соответственно, миссионеров периодически высылали из Северного в Южный и из Южного в Северный. То есть, вьетнамские власти друг с другом не общались, у них была гражданская война, а миссионеры друг с другом общались постоянно, и когда их высылали, они из Северного в Южный, из Южного в Северный. То есть у миссионеров всегда была, информация о том, что там происходило. Далее он создал институт мучеников, он лично подготовил мученика, довел за руку его до эшафота, добился, чтобы его таки казнили, увез с собой голову, она хранится в иезуитской курии в Ватикане. То есть пролилась кровь за веру, подготовил лично 19-летнего мученика, и, спекулируя на этой смерти, он, в общем, решал свои вопросы. И он добился организации религиозных гонений со стороны властей, которые сплачивали местных верующих друг с другом, и таким образом они становились своими среди чужих и чужими среди своих. То есть для местных верующих, этнических вьетнамцев, местные власти становились одержимыми бесами, потому что они возражали против новой веры, а своими становились иностранные миссионеры. И таким образом шло формирование таких структур местных, негативно настроенных к местной королевской власти, и которые готовы были бы в случае высадки экспедиционного корпуса поддержать колонизаторов в борьбе против своей страны. Часто возникает вопрос, что вот позже, в 1858 году, как французский экспедиционный корпус численностью 3500 человек осмелился напасть на 10-миллионный Вьетнам. Там было 600 тысяч католиков, которые с оружием в руках воевали вместе с французами против своей страны. А началось все с Александра Джералда, который эту тему активно разрабатывал. Но наиболее интересный момент, конечно же, содержание книги «Катехизис за 8 дней». Что же там такого было, что меняло сознание людей, которые слушали эту книгу. Ну вот несколько просто справочной информации, краткой. Александр Дюро в 1619 году из Франции добрался до Юго-Восточной Азии. В 1624-27 он пробыл в Южном Вьетнаме. Тогда Южный Вьетнам был на территории нынешнего Центрального, потому что тогда Южный был Камбоджей. Потом он с 27 по 29 год пробыл в Северном Вьетнаме, потом в 29-м, по-моему, там вырублено, пробыл в Макао, там была миссионерская база, где систематизировался опыт работы миссии на всем Дальнем Востоке. В 30-м он опять вернулся в Северный Вьетнам, потом был выслан, в 30-40-м опять в Макао, и с 40 по 45 год он пробыл в Южном Вьетнаме, добился подготовки первого мученика, за что был выслан из Вьетнама без права возвращения под угрозой смертной казни. После этого он в 45 году убыл в Макао и далее уже вернулся в Европу, где занялся интригами. В итоге за это его сослали из Европы, он зиговал между Римом и Парижем, и последние 5 лет жизни он прожил в Персии. Вот такой был жизненный путь. В общем, для 17 века нормально. Он знал по разным данным до 19 языков. То есть это был самый настоящий полиглот.
причем языки знал на очень серьезном уровне, ну, для того, чтобы выступать с проповедями в враждебной часто среде, с угрозой для жизни, язык надо знать очень хорошо. Разные книги, которые он написал, в принципе, вот в настоящее время с помощью там Google Books без всяких проблем можете открыть, скачать, прочитать. Они в основном на французском языке, есть переводы на некоторые европейские языки, но нас больше всего интересует катехизис за 8 дней. Речь идет не о каком-то типовом катехизисе, который они, значит, там тиражировали на все языки, и, значит, это совершенно тупиковый подход, который не работал ни у францисканцев, ни у доминиканцев. Иезуиты были лучше подготовлены, то есть помимо языков и всего остального, они знали астрономию, медицину, могли предсказывать солнечные и лунные затмения, могли починить часы механические. То есть это была такая очень серьезная публика. И часто они были очень компетентны, в том числе в военном деле. То есть могли отливать пушки, строить крепости и так далее. То есть это люди даже по нынешним временам, они, можно сказать, что это были энциклопедисты. Но понятно, что для них все вот эти умения и навыки служили просто инструментом для распространения новой религии. Ну вот просто чтобы было известно, там можно далеко идти вниз, ну где-то там в 3 веке до нашей эры Вьетнам был захвачен китайцами в первый раз, стала распространяться иероглифическая письменность. В 939 году в результате восстания вьетнамцы восстановили свой суверенитет, и на базе китайской письменности стали делать свою вьетнамскую ному. Она тоже была на базе китайской иероглифики, ну вот видите, юг, ну как бы южный язык в пику северного Китая. Такой был. Она тоже состояла из тех же графем, что и китайский язык, но они немножко по-другому, ну, конфигурация была немножко другая. И вот в 1651 году появляется первая книга «Катехизис за 8 дней», которая была написана на вьетнамской латинице. Ну, поскольку здесь, я понимаю, много китаистов, вьетнамская латиница это что-то вроде китайского пхилина. То есть миссионерам просто удобно было использовать знакомые им латинизированную письменность для того, чтобы записывать вьетнамский язык, и со значками для диакритики обозначали они 6 томов таким образом. Возникает вопрос, а почему 1651 год? Значит, эта книга была издана в Ватикане в 1651 году. Но до этого во Вьетнаме она прошла огонь, воды и медные трубы. И когда в 1945 году Александра Дрода выслали оттуда, он помимо головы первого мученика привез с собой и один из вариантов этой книги, который был позднее издан в Ватикане. То есть как бы, официально она была издана в 1951 году, но она использовалась значительно раньше. Он, конечно, был не единственный автор, не единственный, скажем так, человек, который принимал участие в процессе создания латинизированной письменности вьетнамской письменности, но он был тем человеком, который из этого сделал систему. И таким образом вошел в историю. И позднее, уже 1861 год, уже после захвата Южного Вьетнама французскими колонизаторами, стала появляться первая пресса, такая была газета «Задым Бао». Она уже была на латинице. И далее, там почему 1905, реально, по-моему, в 1915 году она была введена, эта письменность, в всеобщее употребление. Иероглифика китайская была отменена, поскольку после Синьхайской революции 1911 года во Вьетнам из Китая поступала, с точки зрения французов, подрывная литература на китайском языке. Поскольку все грамотные вьетнамцы знали китайский, они открывали книги и начинали бунтовать против французов. Соответственно, уже колониальные власти в начале 20 века провели реформу, вообще просто стерев иероглифику. И вырвав Вьетнам из культурного контекста Восточной Азии, которая живет на китайской иероглифике.
политическим мотивам. А когда в 1945 году, 77 лет назад, прошла августовская революция, Хо Чи Мин зачитал Декларацию независимости, там деваться уже было некуда. Там была вот идея вот эта латинизированная письменность, хотя Хо Чи Мин, кстати, очень хорошо знал китайский язык, поскольку его отец был лауреатом дворцовых экзаменов. И, кстати, в 1945 году Хо Чи Мин перевел, вернее, не просто перевел трактат Цюньцзы «Законы войны», он его модернизировал для борьбы с французскими колонизаторами. И по этой книге готовилась вся вьетнамская армия. И, кстати, вот в сентябре перевод с комментариями был издан и полностью распродан в Санкт-Петербургском государственном университете. То есть книжка только электронная осталась, на Литрес она есть. Александр Дерос сделал первую карту Вьетнама, европейскую. Ну и, собственно, с чего начинался катехизис? Катехизис начинался с вопроса. Александр Дерос спрашивал аудиторию в 1624 году. Послушайте, мы живем всего каких-то 80 лет. И это очень мало. Хотя, в общем, в 2022 далеко не все доживают до каких-то 80 лет. И далее он задавал вопрос, далее он говорил: вы знаете, вообще-то я знаю, как жить вечно. И я прямо здесь вам об этом расскажу. И мы не будем бояться смерти того, что мы умрем. Проблема заключается в том, что вот та жизнь, в которой мы живем здесь, которая до 80 лет, она не настоящая. Это подготовительный этап перед вечной жизнью. Потом, после смерти, мы будем жить вечно. Но эта жизнь может быть либо в раю, обители бесконечной радости, или в аду, где вот эти вот красные ребята с трезубцами, хвостами и копытами некоторых с нетерпением ждут. И вот туда уже попадают навечно. Там будет суд, от которого невозможно откупиться. Потому что из этой жизни мы уходим, оставляя здесь все. С времен сотворения мира и до того, как этот мир исчезнет, никому не удастся унести туда ни одного зернышка риса, ни одной золотой монеты. Вас просветят насквозь. И вы попадете либо в рай, если вы жили как достойные люди, либо в ад. И у аудитории возникал вопрос: а как узнать, куда мы попадем, в рай или в ад? И Александр Дерос отвечал: а все очень просто. Тот, кто грешит, попадает к чертям, а тот, кто живет правильно, он попадает к ангелам. А самый страшный грех какой? С точки зрения поклонения ложным богам. И он спрашивал вьетнамскую аудиторию: вы каким богам поклоняетесь? Будде? У меня для вас плохая новость, вы попадете сюда. И людей прошибал холодный пот. Понятно, что я немножко утрировал то, что говорил Александр Дерос. И у меня к вам вопрос: как это вообще можно описать, вообще вот такую постановку вопроса с точки зрения развития современной психологии? То есть что делал миссионер с самого начала? Он фиксировал внимание на проблеме, которые психотерапевты называют изоморфными. То есть он рассказывал какую-то историю, которую каждый человек может проецировать на себя. Проблема жизни, смерти, она, в общем, всех волнует. Каждый хочет узнать, как вообще там все это устроено. Она цепляет внимание. И когда миссионер начинает, я немножко шутил, для того, чтобы вас всех в католицизм не обратить ненароком. А у миссионера-то была другая задача. То есть он ставил изоморфную проблему
концентрировал внимание аудитории на этой проблеме и обращал фокус внимания внутрь каждого человека. И человек погружался в состояние глубокой задумчивости о том, как он живет и что с ним будет. А состояние глубокой задумчивости называется как? Психотерапия. Ну, называется. То есть миссионер использовал технологии гипноза, которые уже в середине 20 века были описаны выдающимся американским психотерапевтом Милтоном Эриксоном, который лечил людей, снимал боли. Эта технология получила название эриксоновский гипноз. То есть это была технология гипноза, вшитая в текст катехизиса за 8 дней, который дошел до нас и который является важным источником по миссионерской стратегии, причем по миссионерской стратегии очень успешной по созданию многотысячных религиозных сообществ. И Александр Бюро стал именно евангелизатором Вьетнама. Вот Маттео Риччи, например, он не стал евангелизатором Китая, хотя был труд. Ну, знаете, так, с одного раза 500 иероглифов, попробуйте. Этот тоже умел много чего запоминать. Но он еще был технологичен, эффективен с точки зрения разработки технологий. Да, ну и вот, соответственно, как вот в древней русской сказке. Это там камень, направо пойдешь, налево. И, соответственно, вот либо к ангелочкам с миссионером, ну, либо вот с этим ребятам. То есть речь всего шла о 8 лекциях, где людей просто перепрограммировали. Ну, поскольку времени подробно рассказывать об этой выдающейся книге у меня нет, ну вот покажу вам ее структуру. Где-то у меня, да, вот первый день, например, да. Значит, как выглядел катехизис? Он состоял из 2 частей. Одна часть была написана на латыни, которую знали все миссионеры. Вторая часть была на вьетнамской латинице. Вы запомнили, что это первая книга на вьетнамской латинице. И смотрите, здесь есть специальные значки, которые позволяют синхронизировать тексты. А это фактически транскрипция вьетнамская. Вот видите, с диакритикой да, вверх, да, то есть куда тон, вверх, вниз. То есть можно было научить миссионера читать по-вьетнамски правильно. Он может даже не понимать, что там написано. Но если он читает правильно и косит взгляд на латинский текст и модулирует голос, он будет читать эту книгу аудитории, и текст будет на них действовать. Это было мощнейшее орудие, идеологическое, информационное воздействие на массы людей. Совершенно вот выдающийся. Ну и вот, ну вот живем какие-то 70-80 лет. Что мало, вот это вот первые строки. Сразу же цеплял внимание без всякой вот болтовни о каких-то отвлеченных материях, поскольку те люди, которым он читал, были живы, каждый хочет жить, если не вечно, но хотя бы дольше, чем остальные. И это тема, которая цепляет внимание аудитории, и дальше вот он это раскручивает. Что же происходило позднее? Да, вот это текст. Значит, первое, что он делал, это фиксация внимания аудитории. О, спасибо. Наверное, миссионеры тоже пили воду, потому что в Азии жарко. У нас климат но не жарко. Второй этап называется депотенциализация сознания. То есть, когда аудитория получает шокирующую информацию, что они думали, что ходили, молились, значит, Будде рассчитывали на успешное перевоплощение в следующей жизни. Тут, значит, оказывается, что вообще все по-другому устроено. И там, значит, вместо перевоплощения какие-то черти. Человек попадал в состояние шока, это депотенциализация сознания. Это термины Эриксона. Затем наступал
запуск бессознательного поиска, то есть уже на 4-й день аудиторию знакомились с проповедью «Ложные религии», где очень в жесткой форме доставалось буддизму, даосизму, конфуцианству и культу предков. И когда с аудиторией миссионер говорил такое, и под ним там не трескалась земля и не разверзлась хляби небесные, это был тоже шок. И люди пытались найти некий психологический выход из этой ситуации. Начинался бессознательный процесс, и после этого миссионер указывал выход из тупика, надо присоединиться к нему, и тогда все будет хорошо, вы получите душевный комфорт, вот эти вот все попадут в ад, а вы, если пойдете со мной, вы попадете в рай. Вот. И таким образом, то есть что это? Это стадии погружения в гипнотический транс. То есть люди, манера, есть такая терминология психотерапии, в зависимости от того, как ее переводят с английского, либо поведенческие паттерны, либо модели поведения. Да? Сколько раз вы там обещали себе вставать рано по утрам, делать зарядку, бегать, что там еще? Да, хорошо учиться, бросить курить, например, да? А потом обещали с понедельника, вот сейчас как раз понедельник, ничего не происходило, откладывалось на следующий понедельник, потому что в состоянии сознания модели поведения не меняются. Человек вводится в гипнотический транс, его перепрограммируют в этом состоянии, ставят под гипнотическую амнезию, и он считает, что вот эти модели поведения он как бы изменил сам. На самом деле это было по-другому. И именно так работает, на пальцах объясняю, как работает вот, темы, связанные с гипнозом. Вот. Здесь работал религиозный гипноз, причем это была не то, что у Милтона Эриксона, да, такая легкая форма, а это был жесткий боевой гипноз, который использовался иезуитами. Соответственно, вот что там происходило. Я просто 5 минут осталось. И так появлялись неофиты, причем фанатичные, преданные, готовые идти на эшафот и расстаться с этой временной жизнью для того, чтобы попасть в рай. И вот такие люди, они становились основой новых религиозных сообществ, многотысячных, которые стали множиться во Вьетнаме. И когда эти сообщества стали множиться, власти, конечно же, хватались за голову, высылали миссионеров, те с угрозой для жизни возвращались, их там ловили, высылали. То есть это уже там шли такие детективно-шпионские истории. Ну вот, психику ломали уже на, ну или там перепрограммировали, там, изменяли, переформатировали, причем в таком необратимом формате на 4-й день. Ну, очень жесткая терминология использовался, там, как ВОК, по-русски поприличнее писал. Ну вот, самое интересное, вот, разворот. И, значит, здесь на вьетнамском языке, но у вас вьетнамистов не готовят, да? Ну, значит, что происходило, и, значит, здесь какой критике подвергался буддизм, просто пример из книги. Просто мне отсюда не видно, что это. Значит, в числе многих, ну, вы, наверное, китайский знаете, да? Некоторые, ну вот, куи. По-вьетнамски пишется, только по-китайски также куи. Среди многих чертей, которые его обучали, причем но, вот его, это очень грубое, ну, для каких-то совсем нехороших людей, вот, он, который вот он, плохой, нейтральный термин, грамматический, да, какого вот его нехорошего, там было много чертей, и было два особых черта по имени Алала и Калала, которые были его учителями. Он сидел между этими двумя чертями-учителями, по рифму получается. Значит, они его, обучая, не веря в истинного Бога, и они назвали его
Хича. То есть какая-то сущность сидела между чертями и учителями, которые его обучали, в истинного Бога никто из них не верил и не знал. Чертей звали Лала и Калала, и эти черти дали имя вот тому, кого они обучили, Тхичка. Тхичка, значит, если вы интересуетесь историей Вьетнама, вы знаете, что каждый человек, который становится буддийским монахом, у него фамилия становится Тхи. Это через китайский язык от санскритского шакья. То есть речь идет о Будде. То есть потрясенной публике рисовалась картина Будды, которого черти по имени Алала и Калала, значит, назвали шакья и, значит, вот таким образом обучали. И, конечно, для аудитории это был шок. Ну, я, конечно же, заинтересовался, что это за бесы такие, да еще и с именами. Ну и пришлось там несколько шагов сделать, добраться от кафедры истории стран Дальнего Востока, которой я заведую, до кафедры индийской филологии, где сидят коллеги. Они, значит, открыли палийский канон и быстро нашли. Речь идет не о двух чертях, а об одном, и не о чертях, а об аскете Арада Калама. Это был последний аскет, с кем Будда встретился перед просветлением. И когда он понял, что как бы вот этот путь, с одной стороны, путь пресыщения ложный и путь самоистязания тоже как бы ложный. И тогда вот он получил просветление. То есть миссионер, ну там его часто вьетнамские коллеги критикуют, что вот он там плохо знал буддизм, там не очень там понимал конфуцианство, даосизм и так далее. Ему не надо было знать. У него были некие шаблонные формы, он работал с аудиторией, и эту аудиторию перепрограммировал. Если те люди, которые его слушали, ну как бы вот на такого рода фейки, как сейчас принято говорить, покупались, это их проблема. Не проблема миссионера. Не факт, что он этого не знал. Человек был, в общем, по своему времени развитый, скажем так, очень серьезно. На аудиторию работало под 190 тысяч человек, он обратил. Вот, поэтому, ну вот просто пример на 4-й день, каким образом шла работа с аудиторией. Таким образом, благодаря использованию разного рода риторических приемов, они должны быть эффектными, эффективными и не обязательно должны соответствовать действительности. Действительность соответствовала то, что он создал многотысячные религиозные сообщества, существующие до сих пор. Порядка 10% населения современного Вьетнама являются католиками. Население 100 миллионов человек, 10 миллионов католиков. И да, они сотрудничали с колонизаторами, да, там много чего было. Были, кстати, и те, кто не сотрудничал с колонизаторами, и наоборот, вступали в ряды освободительного движения. Эту тему активно качали и французы, и американцы. Кстати, все представители марионеточных режимов в Южном Вьетнаме, проамериканских, были только католики. Буддизм, Дуэт Ван Хил, Дуэт Гао Пи и так далее. Только вот эта гвардия работала, перешедшая к американцам по наследству от французов. Да, там сложная история, но как бы надо знать правду, как это происходило, какие технологии использовались, и работа с источниками на вьетнамском языке, которые использовали миссионеры, позволяет нам изучать процесс, как это происходило. Поэтому на этой оптимистической ноте у меня все. Большое спасибо за внимание. Давайте вместе еще раз поблагодарим Владимира Николаевича за прекрасную лекцию. Также есть возможность задать вопросы. Обратите внимание, у нас между первой и второй лекцией 1000 лет с лишним прошла, да? Но вопросы практически те же самые и не менее близкие к нам, что называется, да? Потому что сейчас вы видите, возможно, вам не промывает голову по катехизису, но
каждый из вас находится, так сказать, под воздействием тем или иным, да, и тех или иных сил. И, в общем, может быть, и иезуиты тут тоже при чем? Да? Вопросы, пожалуйста. Аудитория в шоке. Пожалуйста. Да. Ужасов послушать. Если бы картинку перелистнули, может быть, они бы успокоились. Нет, дополнят, наверное. алала. Пожалуйста. А почему руководители государств, в которых работали миссионеры, просто восставали? Почему ни разу не доходило когда-нибудь до убийства миссионеров? Спасибо за вопрос, очень хороший. Значит, ну, с моей точки зрения, миссионеры были намного более технологичными и более умными, чем правители. Ну, представляете, приезжает там миссионерский десант, 3-5 человек. Они начинают работать, и через несколько десятилетий власть сыпется и переходит в руки уже очередного миссионерского десанта. А люди, которые, находясь, имея все ресурсы в своей стране, они теряют доверие общества, ресурсы. В данном случае даже речь не о том, справедливо их обвиняли миссионеры там, в том, что они одержимы бесами там, или так далее. Но миссионеры работали эффективно. И там же их не сотнями засылали. Там, по пальцам пересчитать вот, выдающихся миссионеров, которые были. Да, был период, когда уже перед началом колониальной экспансии, это была первая половина 19 века, такой был император Миньман в Южном Вьетнаме. То есть был наследник Александра де Рода, значит, там у миссионеров была такая стратегия «Новый Константин». Ну, идея была обратить либо правителя местного, либо его сына. И когда как бы сын пойдет на трон, будет католик, и он там всех уже обратит. Вот такая вот стратегия, они называли Нового Константина. Миссионерская, конечно, нигде не сработала, не получилось. В самом начале 19 века, в 1802 году, к власти пришла династия Нгуен, и уже другой миссионер обработал наследника, обратил в католицизм, и когда была церемония основания новой династии, там, значит, была при всем честном народе, значит, храм предков, новой династии, и, значит, этот отпрыск, кронпринц, да, наследный принц, отказался войти в пагоду, поскольку, ну, как бы для католика это харам. И, соответственно, ну, представляете, что там было, и, соответственно, он очень быстро умер, вроде как от оспы. И вот его младший брат, Миньман, когда пришел к власти, был мятеж католический, который возглавил миссионер Жозеф Маршан в 1835 году в Сайгоне. И штурмом пришлось брать Сайгон, бросили Соломоновую гвардию на штурм, личная гвардия императора. Соответственно, миссионера потом казнили, разрубили на 100 кусков. Но как бы на суде он рассказал о том, что он реально вот возглавлял. И тогда вот он был одним из первых миссионеров, кто был казнен по приговору суда за участие в заговоре, свержение власти и так далее. Но здесь как бы тема-то тоже, опять-таки, тут проблема не в том, что у них религиозные диспуты были, какие там бесы за кем ходили, а тут проблема власти. Да? Вот он пытался свергнуть, здесь как бы везде ответственность наступает понятно какая. И, значит, другой миссионер написал, что вот Жозеф Маршан проиграл в борьбе за власть, поэтому стал государственным преступником и закончил свою жизнь на плахе. А если бы он победил, он стал бы выдающимся государственным деятелем. Ну, в политике всегда так. Поэтому, когда вьетнамские монархи не понимали, откуда исходит опасность настоящая, они очень, как бы, инерция была сильная, они же в основном чем занимались, вот там, конфуцианский канон, да, а там ничего про миссионеров, про колонизаторов не написано. Ну, не написано, значит, этого нет. Ну, и, собственно, пришлось умнеть уже позднее, потеряв десятилетия в борьбе с колониальным режимом,
понеся чудовищные материальные потери в людях. И только вот уже и Китай после опиумных войн, когда там уже в середине 20 века только восстановил независимость. Ну и Вьетнам примерно в это же время, опять-таки при поддержке Советского Союза. Иначе бы все так же и продолжалось, как раньше. Так что глупость политики, она очень дорого обходится. Не только самим монархам, вот, феодальным, но и населению и странам в целом. Да, и тут надо иметь в виду, что это же гигантский глобальный процесс, то есть это не только Вьетнам, это и Китай, да, гигантская территория, которая в этот же период иезуиты стали придворными, очень крупными, да, политическими деятелями Цинской династии. Там, заведовали обсерваторией, астрономией, там, инженерное дело. То есть они, как Владимир Николаевич сказал, были очень талантливые люди, они не заходили с прямой проповедью, они искали... И потому и терпели, что они обладали знаниями, которых не было у местных. Но они постоянно, значит, вот пробрасывали некие идеи, а вот мы-то знаем, почему мы такие продвинутые в технологиях, там, в астрономии, потому что вот у нас вот католицизм, хотя на самом-то деле, вспомним мы Коперника и Джордана Бруно, кто их вообще, сказать, Есть прекрасный репрессировал. Мартина Скорсезе «Молчание». Да? Ну, про Да, Японию, жесткий фильм. примерно про это же время. Да. Прекрасно. Владимир Николаевич, Владимир Александрович. Да, можно я покажу. Про Японию зашел разговор. Еще один известный иезуит, Франциск Ксавье, да, или как правильно? Франциск Ксавье, да. Да. Вот, он же, как известно, на Японии, в том числе, специализировался. И, может быть, даже не сам он лично, но вот его последователи пришли к тому, что уже на рубеже 16-18 веков в Японии тоже процент христианизированных был большой. Да, вот юг, Кюсю, Да. Вот там какие-то вот технологии вы не пробовали сравнивать? Ну, я просто не знаю технологии, здесь надо как бы источники вытаскивать, чем они конкретно пользовались. Насколько я знаю ситуацию, там репрессии начались 1637 год, там Ну, все уже. это как бы последняя стадия. Да, Поставили уже самовара. тут точку поставили, значит, там миссионеры сделали очень большой, там, big mistake, заключался в чем? Значит, Александр Дерут был, ну, как бы, как я уже сказал, умный и технологичный. Вот эти вот вещи, салала и калала, они проходили на людях не очень образованных. То есть он делал массовую церковь в регионах. А в Японии они пытались устраивать философские диспуты в присутствии сёгуна, Ода Нобунага, и они, значит, вот, ну, определенным образом составленными вопросами, на которые они сами знали ответы, они, значит, выставляли в невыгодном свете буддийских монахов. И те как бы теряли авторитет в глазах сёгуна там, на какое-то время. Что происходило с монахами? Они, конечно, обижались, потому что мы все прекрасно понимаем, что на Востоке в первую очередь самое тяжелое оскорбление, которое можно сделать, это сделать так, чтобы человек публично потерял лицо. И там ни один японский монах, там топ-уровня этого не забыл. И, соответственно, они стали готовить заговор, который они подготовили и ликвидировали физически не только миссионеров, но и с японской технологичностью просто физически вырезали все христианское население. Вот к чему привела такая вот прямая линия. Здесь-то он работал. То есть наверх шли взятки, часы там, пушки отливали, затмения предсказывали. Их не трогали до поры до времени. А в регионах они делали многотысячные сообщества. И как у вас в государстве 200 тысяч человек, объединенных некой идеологией и верой, вы уже ничего с ними не сделаете. Ну, Вьетнам не Япония, они своих людей резать не будут. Тем более религиозных, скажем так, конфликтов в этой стране никогда не было. Ну да, кстати, вот как раз хотел уточнить, потому что страны разные во всех отношениях. Там же тоже... Ну, Япония островное государство. Там фактически был еще момент же, что какое-то время христианство тот же Ода Нобунага в своих интересах использовал, против, в том числе буддийских монастырей, которые были очагами сепаратизма, там, власти. Богатые, да, ну, получается, я как бы, ну, даже это не вопрос больше уже, а, наверное, такое вот мнение, да, исходя из сказанного, Дима Батович сказал, что это же не только про историю сегодня было, про настоящее, про нас с вами. Не обязательно о Христе, о религии сейчас могут люди говорить, технологии просто схожие. И
И вот получается, можно ли так сделать вывод, что ну, в случае с Вьетнамом конкретно того периода речь шла именно о тактике так называемой низовой мягкой силы. То есть вот, ну, мягкая сила, известный феномен, да, в политологии, его условно подразделяет на высокую, то есть это работа с элитами, как раз, да, с бизнес-элитами, правящими элитами, и низкая, да, низовая, это с массами, да, чем ниже массы, да, чем они угнетеннее. Ну, вот этот вот, ну, как бы с элитой не сработает аргумент. Да. Ну, то есть вот это как раз случай вот. А Перрон работал и с элитами, которые обеспечивали ему какое-то время неприкосновенность, чтобы он работал внизу. И он обеспечивал себе, а когда, знаете, вот просто приезжает человек, вот, даже без книги, да, с головой на плечах, и у него там 200, ну, там, 190 тысяч человек он обратил. Они же часть доходов платили в церковь, то есть он на местном ресурсе зарабатывал, подтачивая основы государства и создавая новое. И на этой основе позднее уже колонизаторы сделали государство, которое продержалось там до 1945 года, 1945. Поэтому цена вот этих всех вещей очень... что еще можно сказать, что это были самые настоящие политтехнологии. И я согласен с вашим предложением, что да, это была не только мягкая сила, это была еще умная сила. Потому что у Джозефа есть еще smart power, да? Вот это, оппоненты было dumb power, да? Что вот власти, которые, то есть опасность была, но мы ее не видели в упор. Много десятилетий. И за это были наказаны. Не только они, но и страна в целом. Или на языке разных осин это гуманитарная политика сейчас все более переформатируется, потому что мягкая сила и смарт-сила – это термины, которые в нашей отечественной политике заменяются гуманитарной политикой. И это действительно прекрасный образец того, как действуют технологии, да, потому что действительно представить сюда, что придет к вам посторонний человек и начнет рассказывать вам про какую-то неизвестную вам религию и убедит вас, довольно трудно себе представить, на самом деле, да? Это же было давно, они образованные вьетнамские крестьяне, да, и все такое. Но на самом деле это работает на раз и с самыми подготовленными людьми, да. И мы видим, что сейчас в современном мире это актуально как никогда, потому что мир находится примерно в том же состоянии, как он находился в начале 17 века, когда закладывалась основа современного миропорядка как раз, да. И вот сейчас этот миропорядок, который возник в начале 17 века, он трещит по швам и непонятно, что еще будет, да. И вот таким образом, единственный оплот, то, что у нас остается, это, наверное, университет. Да? Так что не зря сегодня мы, наше заседание школы, посетили 90-летие нашего университета. И, пользуясь случаем, я хотел, Владимир Николаевич, вам добавить, вот, я полностью согласен с тем, что вы сказали, что Александр Перрон, он скончался в 1660 году, но продолжает жить его дело, потому что он обеспечил преемственность подготовки миссионерских кадров со знанием языков стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Эта организация называется Mission Étrangère de Paris. Она до сих пор существует в Париже, где готовят миссионерские кадры для работы. У них есть зал мучеников, где там страшные совершенно картины. Причем они не только представляли там верующих под репрессией, погибали сами миссионеры. То есть они не прятались за спиной. Да? То есть там какой-то трусливой политики не было. Да? То есть это люди были убежденные, они работали, а некоторые миссионеры просто штурмовали Ханой со шпагой в руке, когда там падали сраженные там пиками французские офицеры, там, епископ Пюжиньер, например. Да? То есть это структура образовательная, католическая, иезуитская. Да? То есть иезуитов периодически запрещали во Франции, во время Наполеона Бонапарта были гонения, снова разрешали и так далее, но как бы у них свои университеты есть, активно работают и, кстати, меняют, в том числе, как мы видели, не то что языка, форму языка. Знаете, была иероглифика, заменили на латинь. Это было нужно колонизаторам. Да, вот вам сделали, получаете, и никуда вы не вернетесь. И что, 2000 лет собственной культуры в иероглифической форме,
уже как в русском языке есть такая фраза: смотрит книгу и видит непонятные иероглифы. А это, собственно, национальная культура. Да, с латинизированным вьетнамским мы все знакомы, потому что многие прямо с детства видели эти буквы с непонятными черточками. Да? Да, это сделал Александр Дуров. И в нашем регионе вопрос, пожалуйста. Извиняюсь. Вопрос. Большое спасибо, очень интересно. И как бы практическое значение вот сравнения миссионеров католиков в Китае, в Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии, ну и в других регионах. А как вы считаете, в этом процессе сравнения, как выглядят русские миссионеры в русской духовной миссии в Пекине? Вроде там гонений не было, что-то другие формы было, или как-то у них все строилось по-иному, понимаете? У них было совсем сравнение с по-другому. теми европейскими. Значит, русская духовная миссия в Пекине, у них с самого начала были другие задачи. Во-первых, они окормляли албазинцев. То есть это было этнически наше население, которое оказалось у маньчжуров, и маньчжуры разрешили прислать духовных лиц для того, чтобы... То есть речь не шла о массовом обращении китайцев. Первое. Второе. Насколько мне известно, священники Русской Православной Церкви никаким интриганством, попыток свержения режима не занимались в Китае. Насколько я помню, это было едва ли не запрещено. Коллеги Николай Анатольевич Самойлов, профессор Самойлов, который более глубоко занимается именно китайской, я от него услышал, что это было запрещено. Соответственно, они имели массу всяких бонусов от китайских властей, поскольку те знали, что никакого интриганства, такого политического с этой стороны ожидать не приходится. Далее. Это были первые люди, которые изучали китайский язык, китайскую культуру, и которые стали в определенном смысле культурным мостом и источником надежной, достоверной информации о Китае, которая приходила к нам, и по мере продвижения России на Дальний Восток это все работало. То есть это были глаза, уши, мозги и язык Российской империи в Китае. Если, ну да, дипломатический канал — это глаза, уши и есть. Но без вот такого рода подтекстов, то есть без встроенных систем взлома местной политической системы, да, что было у иезуитов. Те же францисканцы и доминиканцы тоже с удовольствием безделали, но они не умели, не хватало знаний. Ну и как бы иезуиты, в общем, намного раньше этим занялись. Поэтому они стали притчей в языцах. Да? Ну, цель оправдывает средства, это их девиз. И они отличались тем, что они работали по всей Азии. У них был центр в Макао, по-моему, до сих пор там существует. Там очень грамотная, подготовленная публика, и они занимались сравнением опыта в разных странах и так далее. То есть они, в отличие от тех же вот вьетнамских властей, вот хороший был вопрос, да, что вьетнамские власти, там была страна раскола, и они друг с другом не общались, информацией не обменивались. А иезуиты с разных стран обменивались. И поэтому с каждым годом они действовали все более успешно и перехватывали власть в ряде стран. Большая часть Дальнего Востока, она оказалась под эгидой колонизаторов. То есть все, кроме Японии. Япония не была колонией. И Китай был полуколонией. Все остальные были... Ну, формально, да, но там как бы тоже они поторопились, потому что как раз ученики Александра Дерода, они в 1688 году сделали попытку переворота. И когда, да, там был такой придворный самый ренегат Констанций Фалькон, греческий авантюрист. Он был король на рай, пожаловал ему 5 дворцов и 500 рабов. Констанций Фалькон против такого монарха интриговал. Но потом прапетрачев ввел Соломонову гвардию,
немножко подавили французов, и, собственно, на этом закончился они. Да, и восстание началось с того, что они стали рушить буддийские храмы и переделывать их в католические церкви. И, соответственно, тут уже пошли боевые славные церкви, на этом все закончилось. Констанцию Фалькона отрубили голову, жену отправили на кухню, овощи чистить. Ну, это совсем другая, но не менее увлекательная история. Да, да, то есть там интересно. Давайте выскажем нашу искреннюю благодарность нашим гостям, потому что сегодня мы прикоснулись к самым разным сторонам истории, политики, культуры, да, которым, надеюсь, вас увлечет, потому что каждый из вас может найти здесь, если не смысл жизни, но хотя бы интерес познания. Да? Вот, собственно, ради чего мы здесь собрались. Итак, спасибо, что согласились поделиться с нами такой великолепной, важной, интересной информацией, увлекательной, да, вот, потому что в науке важна не только истина, но еще и интерес, да, потому что нашему молодое поколение нужно тоже так же примерно переформатировать. Да. И у иезуитов можно поучиться, как они этот интерес вызывают. Да, тем более, что иезуиты никуда не делись, они более чем успешны, они в общем, всегда рядом.